Сегодня мы снова приехали на барахолку в Альтенфюрт. Такие вот горшки тут продают, велосипеды продают. Кстати, может, купим велосипед, Максим? Ты не хочешь подобрать? Да давай глянем. Вот мы зашли внутрь. Вот рассматриваем, что тут есть. Всякие штуки. Опять этот любимый шкаф. Всякие раритеты стоят. Мебель какая продается. И тут вот кожаные кресла, столик. И вон та штучка такая прикольная, как короб какой-то или что там с куклой. И вон там домик какой-то стоит. Столы. Интересно, вон там свадебное платье здоровенное такое. Вот. Всего, в общем, он какой стол, смотри, вот богатый. Сколько он стоит? 50 евро. 50 евро всего. Он треснутый, но это пластик. Пластик? Это пластиковый стол? Это нет, это как... Это как отделка такая. Ну, выглядит красиво, чтобы себя богато выглядит. Вот этот секретер мне нравится тоже. Интересно. Всякие игрушки, всякие штуки, вон, бокалы. Как обычно, кофейный, чайный сервис. Смотрите, какие верблюды тут деревянные стоят. По 10 и по 15 евро. Это же обалдеть. Я побежала смотреть свои драгоценности. Вот это мой любимый отдел. Шкатулка. 4 евро. Снимаю одежду. Шляпа. Я набрала кучу винтажных украшений, потом покажу. Видите, какой жираф. Тоже очень любопытно. Всякие вазы интересные, всякие штуки. И вот тут вот такая есть очень красивая винтажная шкатулочка. Такая вот интересная шкатулочка. Сколько интересно, зеленый. Давайте посмотрим, сколько стоит такая шкатулочка. Так, Вов, посмотри, зеленый кружок, это сколько? Зеленый 3 евро. 3 евро такая шкатулочка. Я вот за 5 евро похвастаюсь. Да, за 5 евро. Гирометр, измеритель давления и термометр. Да, и покажи вазу, которую И ты ваза приобрел. за 5 евро. Вот я хочу ее взять с собой. Сейчас. Вова отрыл вот такую вот интересную, такую вот греческую вазу. Да. Будем ее использовать в Она качестве очень красивая. настольного новая. декора. Тут вот такие всякие интересные вещи. Вот это очень для меня интересная вещь. Правда, очень интересная. Натуральный камень. 5. Я можно возьму? Конечно. Ну, потому что очень красиво. Мне тоже понравился. Да. Ну, вообще мы разорены, как обычно. Если мы пришли на барахолку, то мы разорены в итоге. Тут всякие вот интересные вещи. Ну, этот Здесь подсвечник, я вазу нашел. вот здесь ты, да, нашел? Тут тоже есть еще красивые, конечно, Ну, не вазы знаю. всякие. Вот эта тоже неплохая. Но Нет, я ее не как возьму. уж Я говорю, у нас уже, вот мы просто, мы столько уже набрали по деньгам, что это вообще обалдеть можно. Ну, очень красиво все. Пойдем еще поизучаем. Вот здесь различные картины и вышивки продаются. Вот тут такая вот интересная лошадь. Тут кофейные, значит, картины. Тут такие вот типа специи для кухни. Чьи-то рисунки, кстати, в очень хорошем качестве. Так, тут у нас, значит, вот такой вот короб. Тут картины, очень хорошие картины. Вот такие вот, такое старинное зеркало, я так понимаю, для чего? И зеркало, и шкатулка, да, за 5,50. Деревянная. Тут вот такой вот, значит, шифоньер. Видите? Тут собака плюшевая на большой кровати. в этот отдел ехать. Холодильники? Ну иди посмотри холодильник. Вове интересно все техническое. А мне всякие сервизы и все вот такое прочее, конечно, тоже очень интересно. И поверите, вот этот сервиз, видите, чайничек, значит, на подставке. Я так понимаю, вместе с вот этими чашками и со всей этой 10 евро. Обалдеть. Вова еще хочет вот здесь все посмотреть. Такое более дорогое. А его закрывают, да, там вот Библия, по-моему, да, лежит. Видишь, вон там за 15 евро. Да. Это Библия или что? Похоже, не знаю, не А вижу может и отсюда. нет, может и не Библия. Ну вот молитва слов, наверное, или Библия. Вот, кажется, что-то такое. Всякие люстры. Всякая такая техническая штука.
Некоторые шкатулки прячут, чтобы... Так выставишь. Ой, ты посмотри, тут тоже камень есть такой большой. 15 евро, да. Кристаллище такое прям. Ну, за 15, наверное, не буду брать. А тут я за сколько взяла? За 5? 5. 5. Ну, подсвечника хватит, ладно. Такие интересные постеры тоже. Вот я сначала на них не обратила внимания. Вот этот отдел, это самый мой любимый отдел с украшениями. Много всего есть, естественно, еще вот вас такое прям. Я сегодня вам покажу то, что я тут приобрела. Вот такие бусина. Бусина? Ну что ты мне тут вспышку снимаешь? Да. Еще такие всякие штуки интересные. Вещи. Еще один из любимых отделов, вовсе не одежда, хотя одежды здесь очень много. Один из любимых отделов — это книги. Вот сюда заходишь, и можно долго-долго ковыряться, потому что прайс вообще смешной. Книга стоит... Ага, теперь по-другому. У них было 10 книг, по-моему, за евро, что ли. Или за 5 евро. Не помню как-то. Вот 10 книг, и, мол, много всего. Ой, и мало стоило. Вот так. А сейчас 1 евро книга стоит. А что такое ЛП? Ну, это прям как-то даже дорого, я бы сказала. Потому что на всех распродажах также. Ну, в любом случае, пройдемся. Покажу, что тут есть. Очень редко бывают книги, даже как русских авторов, но на немецком. Думаю, что на меня так смотрят все. У меня вспышка включена. Сейчас вот выключила. Такие мне нравятся всякие вещи. Такие. Но это теперь по 6,50 и уже не нравится. Но вообще вот раньше было дешевле, конечно. Сейчас прям они это... подорожал. Такой кукольный домик за 60 евро. Там, значит, кровать, веревочный столик, шкафы, стол обеденный, еще одна кровать, балкон. Дальше, значит, спускаемся на первый этаж. Классический немецкий дом, да? Кто тут живет? Я так понимаю, это местные жители. Раз кукла. И у нее мужик, значит, тут тоже шкафы, все, бардак, разруха. Я так понимаю, что пока хозяин не появится, порядок не наведет. Тут можно в этих каждой шкатулках шарить и что-нибудь находить. Ну, вот как я уже это сделала. Тут всякие украшения разнообразные совершенно. Всякие вот такие. Куда гребем? Ну, что-то сережки такие. Там блестящие. Пряжки, какая-то штука блестящая. Шла еще вот такое кольцо. Пластик. За евро. Тоже всякие. Много всего. Здесь отдел настольных игр. И тут их гора целая, всяких игрушек. Любопытно. Нашла книгу. Значит, вот эта книга Альф 1988 года. А это Перси Джексон. Вот так вот. Интересно. Я так поняла, что это раздел, где продаются кулинарные книги. Видимо. Вот, Кирилл, смотри. Надо тебе что-нибудь?
Вот тут вот есть, оказывается, на полу отдельная коллекция разных старинных чемоданчиков и сумочек. Вот такой вот стоит, значит, 4 евро. Тут вот, это даже не чемоданчик, наверное, а место хранения, да? И там внутри еще и полно всего чего-то лежит, оказывается. Ничего себе. Я и ни сном, ни духом. Я думала вообще, что это сумка переносная. Так, а тут чего? Ой, мать моя вся в саже. Тут пуговицы хранились и всякие швейные принадлежности с наперстками. Это 9 евро стоит такой табурет. Так, а тут чего? Тут чего-то. Тут вот еще такая вот штука. Вот. Тут уже пусто, слава богу. Тут можно... Ой, там с зеркалом. Чего это, господи. Это можно хранить. А вот тут за 14 уже кожа. Тоже вот для дамочек. Вот так. Тут всякие тоже висят. Дамские штуковины. Смотрите, с верблюдом. Тут кошельков целая куча прям складировано. Эти какие. Там всякие клатчи. Всякое. Вот какой кошелек есть. И тут ремни собраны. Здесь целая гора разных очков. Вот так-то. Вот тут еще продают кресла. Кстати, довольно удобные. Диван кожаный. Тут вот кресло такое стоит. Прям. Телек. Вот обеденная зона. Вот тоже обеденный стол со стульями. Я бы такое взяла, но мне ставить пока некуда. И 160 евро это дороговато, конечно. Вот. Ну, уже сейчас поедем. Мне еще хотела показать. Понравились вот эти бокалы. 50 центов. Красивые. Тут тарелочки есть с этими, с рисуночками. В общем, всего много, конечно. Но мы сегодня закупились на славу прям. Прям столько хорошего купили. Ой, а это что такое? Кофемолка, что ли? Правда, смотрите, какая радость. Какая прелесть. Ну-ка. 15 евро ретро. Прям такое ретро. Угу. Это сюда, наверное, зерна, да, и вот пошел. Ну, обалдеть. Мы уже поехали назад, и вот мы купили, значит, все-таки этого Альфа. Книга 1988 года. Вот тут написано год. Вот первое издание было в 87 году, а эта книга 88 года. Такая интересная книга. Также вот этот вот подсвечник из чистого аметиста. Прямо на задней стороне написано, что это аметист. Поэтому это 100% аметистовый подсвечник. Очень красивый, прям в друзей сделано для свечи отдел. Дальше, значит, я еще купила вот эту шкатулку. Вот такая шкатулка винтажная, вот такая вот она керамическая. Но внутри у нее был крестик, и чужой крест мне не надо. И мы его выложили в другую шкатулку, чтобы точно не брать чужой крест на себя. То есть никогда не берите чужие кресты, это очень-очень опасно. Так, я сейчас сниму немножко тут про наши покупки. В общем, направляйтесь на юго-запад. В общем, тут вот такая ваза, значит. Вот это вот. же автобан направо. Направо есть. Ой, сейчас такая кокнула вазу. А тут такую-то штуку привязали, интересно. Видимо, где-то она еще была. Ну, кто же? Это не 5 евро. И вот этот прибор, который мой муж выбрал себе. Интересная штука на самом деле. Поверните направо. Да. Мы едем Затем в городе поверните Фойт. налево. Проезжаем. Хороший городок, елки. Красивый город, да, здесь. Вот я купила винтажное украшение. Такие вот клипсы интересные. Тут вот, значит, вот такие вот сережки, значит, вот такие зеленые. Сейчас второй надену. Такие вот красивые зеленые сережки. С зелеными камушками. Винтажный стиль. Восточный. Вот тут, Весной значит, не пахнет, я не чувствую приближения. Двеском.
такие вот есть еще, видите, фиолетовые сережки с фиолетовыми камушками. Такие красивые. Снег был, и таяло, и все светилось, сейчас ничего. Вова, что тут нам? Сейчас даже зимы у Прям. нас не было в Украине. Ой, Прямо? на юге. И вот такие вот желтенькие. Шикарно. Что ж показать дверь вся. Еле-еле пару нашла. Это Я выскочу. Вы только посмотрите, какая красота. Вот горит, значит, свечка в этом, в подсвечнике, в таком. Странно, что не видно пламя. О, видно теперь пламя. И вот тут вот такая шкатулочка, значит, смотрите. С винтажными украшениями. Ну, в общем, вот такое вот у меня завершение.